Ленчане всегда очень болезненно воспринимали местные дорожные проблемы. Группа неравнодушных горожан не раз инициировала встречи общественности для обсуждения проблемы и поиска решений. Последний такой разговор состоялся на днях с главой города Александром Харуновым. Вопросов в главе города у ленчан накопилось немало, и их большая часть касается состояния дорожной сети города Ленска. Самые инициативные не постеснялись напрямую спросить, почему ремонтируется мало дорог, почему ремонтные работы начинаются уже к осени, и самое главное, почему дорожное полотно после ремонта служит совсем недолго. В 2011 году, это, чтобы было вот у всех понимание, это был юбилейный год. Да? Помните, мы готовились к десятилетию празднования после паводковых всех дел. В связи с подготовкой вот к этим всем празднованиям были выделены деньги из бюджета Республики Саха-Якутия за счет дорожного фонда. Значит, я уже вам озвучил, было выделено порядка 120 миллионов рублей только на город. Плюс 40 миллионов рублей – это деньги, которые выделила акционерная компания «Алароса» на улицу Объездная. В тот год все договоры на ремонт заключала администрация Ленского района. Она и принимала работы. Так что, по сути, нынешний глава города, заступивший на свою должность в 2013 году, за качество проделанных тогда работ ответственности нести не может. Но, к сожалению, этим летом проблема по обозначенным дорогам не будет решена. Причина банальная – нет денег. Большая часть городского бюджета уйдет на переселение людей из аварийного жилфонда. На дороге остается чуть более 4,5 миллионов. Сегодня к нам в город Ленск, в Ленский район, заходят большие предприятия, как «Газпром» Добыча-Ноябрьск, как «Газпром» Трансгаз Томск и «Стройтрансгаз». Это подрядчик у «Газпрома». Значит, вот сегодня мы разговариваем с этими предприятиями, и сегодня вроде как понимание есть о том, что они готовы выделить 45 миллионов рублей на проведение ремонтных работ. В целом диалог, удовлетворивший обе стороны, состоялся. И хотя он не решил проблемы здесь и сейчас, положительная сторона таких встреч, безусловно, есть. Горожане должны знать, что свои вопросы они могут задать главе лицом к лицу, а власти не должны бояться неудобных вопросов.